Я напомню, что с вами радио Крым Реалии, у микрофона ведущий Тарас Ибрагимов. Вы можете нам звонить по телефону 8 800 10 06 926, это для жителей Крыма. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. И говорим мы сегодня о деле Виджия Кашка. У нас уже в студии есть гость, это адвокат Николай Полозов. Я немножко напомню просто для наших радиослушателей, что ветеран крымско-татарского национального движения Виджия Кашка скончалась 23 ноября 2017 года во время спецоперации ФСБ, Центра Э и Росгвардии. В тот день в Симферополе в кафе «Медоборы» силовики арестовали крымско-татарских активистов Бекира Дегерменджи, Кизима Аметова, Асана Чепуха и Руслана Трубача. Их в итоге обвинили в вымогательстве $7 тысяч у гражданина Турции Юсуфа Айтана. При попытке задержания Виджия Кашка стало плохо, женщина скончалась в карете скорой помощи. После смерти Виджия Кашка ее семья заявила о намерении выяснить все возможные детали происшествия. На просьбу родных откликнулся, собственно, Николай Полозов, и в феврале 2018 года он начал независимое расследование. А началось все с того, что следователь Следственного комитета Надежда Балашова отказала в возбуждении уголовных дел, насколько я помню, да, и по каким вот, давайте начнем так по хронологии, с чего вообще началось расследование Следственного комитета и по каким статьям велось это расследование? Ну, что касается расследования, то оно началось по факту смерти Виджия Кашка на основании рапорта полицейского, который обнаружил труп в карете скорой помощи. Это стандартная процедура. И Следственный комитет, а именно Следственный отдел по Киевскому району Симферополя Главного следственного управления, проводил проверку доследственную по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ЦП и Росгвардии, по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи врачами скорой помощи, которые везли Виджия Кашка в больницу, и по факту причинения смерти по неосторожности. Эта проверка велась на протяжении 5 месяцев. В какой-то момент прокуратура вернула снова на эту проверку, крымская прокуратура, материал, потому что там были какие-то недочеты, и в итоге окончательное решение следователь Балашова приняла 20 апреля 2018 года и вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вот. После этого несколько месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться с материалом проверки. Да, вот вы очень долго добивались, насколько я помню, 9 месяцев ушло на то, чтобы добиться материалов этой доследственной проверки. А почему? Вот... Ну, потому что в оккупированном Крыму силовики, в частности, представители Следственного комитета, покрывают своих коллег из МВД по Республике Крым, из ЦПЭ, из ФСБ и так далее, и так далее. То есть рука руку моет, всячески препятствовали мне в реализации права на ознакомление, хотя это предусмотрено напрямую законом. В частности, когда все-таки мне удалось найти эту следовательницу и добиться от нее материала, она что сделала? Она взяла и самовольно в материале заклеила имена этих сотрудников полиции, которые якобы причастны... Ну, да, которые принимали участие в задержании Виджия Кашка. Вот. И только после обращения в суд, в Киевский районный суд, в порядке жалобы по статье 125 УПК, мне удалось ознакомиться с полным объемом материалом проверки. И уже тогда стало ясно, что доследственная проверка была проведена ненадлежащим образом. Она была проведена абсолютно, скажем так, в рамках такой отписки. И следователь Балашова даже не удосужилась каким-то образом сопоставить те факты, которые она сумела собрать в рамках доследственной проверки, потому что налицо там были нарушения допущенные. Ну вот о чем можно говорить? Вот вы ознакомились с материалами доследственной проверки. Что вот если резюмировать итог, то есть вы там прочитали эти материалы, что для вас было таким, Первое – это вопрос наличия причинно-следственной связи между действиями сотрудников силовых структур при задержании Виджия Кашка и наступившими тяжкими последствиями в виде резкого ухудшения состояния здоровья и последующей смерти. Было проведено 2 экспертизы в рамках доследственной проверки, и эксперты не смогли ответить на вопрос, есть ли причинно-следственная связь или нет.
Потому что эксперты написали так: мы не знаем, что делали именно сотрудники полиции и Росгвардии, а не знали они, потому что следователь обратилась в полицию и в Росгвардию с запросами на проведение служебной проверки, а ее там просто отбрили. То есть следователю Следственного комитета и в полиции, и в Росгвардии сказали: не лезьте в наши дела. Мы в рамках борьбы с терроризмом там что-то делали, поэтому мы не обязаны ни перед кем отчитываться. И, конечно, в этой связи необходимо было проводить независимую экспертизу. Эта экспертиза в конечном счете была проведена, провел ее российский эксперт совместно с испанскими коллегами, и на основании материала проверки они установили, что причинно-следственная связь между задержанием Виджея Кашка сотрудниками и тем, что после этого стало ей плохо, она, безусловно, имеется. Но там есть еще один интересный момент. Значит, следователь МВД, которая в момент задержания вела вот это дело о вымогательстве в составе следственной группы, ей руководитель следственной группы поручил провести следственные действия в отношении Виджея Кашка. Следственное действие выемка. То есть, по версии следствия, те деньги, которые Юсуф Айтан, $7 тысяч, вот эти пресловутые... Он ей отдал? Да, там не 7, там $1000 было, 60 тысяч рублей. Вот. Следователь должна была изъять. Но это происходило уже после задержания, когда бабушке стало плохо. Причем есть свидетельства очевидцев, что к ней применяли физическое насилие. Все это происходило, следственное действие, уже в машине скорой помощи, когда ей уже было плохо, остановили машину, ее туда поместили. И вместо того, чтобы отправить машину в больницу, где есть дефибрилляторы, где есть стационарные аппараты искусственного дыхания и так далее, где можно ее было спасти, следовательница Сидерупола из МВД, она просто остановила эту машину и сказала: нет, никто никуда не поедет. Значит, я буду проводить следственное действие. Она села, начала заполнять протокол, позвала понятых. В это время по свидетельству... Это все происходит в карете скорой помощи? Да, это все в карете скорой помощи там на месте. И по свидетельству врача, которая приехала на вызов скорой, в этот момент Виджея Кашка уже не могла, скажем так, реагировать на происходящее. Она хрипела, ей было очень плохо. Но следовательница цинично продолжала заполнять протокол. На это ушло около 20 минут. Вот все это время машина стояла на месте, хотя ее должны были везти Виджея Кашка в больницу. И только заполнив протокол, изъяв вот эти деньги, зачитав вслух неторопливо Виджея Кашка, которая на тот момент ничего не понимала, следовательница сказала: ну ладно, пускай не поедут. И через 9 минут после окончания следственного действия в 12:59 у Виджея Кашка остановилось дыхание. Полчаса врачи пытались ее реанимировать, вот, но это ни к чему не привело, она погибла. Поэтому, к сожалению, следователь Следственного комитета не смогла сопоставить эти факты, хотя они все находятся в материале проверки. И вот эту следовательницу Сидеруполу ее даже не рассматривали в качестве фигуранта дела. То есть, защита считает, что вот эта следовательница и еще несколько сотрудников МВД, которые проводили задержание, это главные фигуранты, которых нужно привлечь. Безусловно. Слушайте, бабушка чувствовала себя нормально. Она приехала на эту встречу. На встрече все было нормально. Первое, ей становится плохо после задержания, да, уже как бы, да. Второе, ее не везут в больницу, потому что им, видите ли, необходимо провести следственные действия. Хотя необходимости в неотложности не было. В таких случаях либо следователь садится в машину, едет в больницу, если боится, что там от улик избавиться, либо сажают какого-то сотрудника ответственного, который вместе с ними едет. Но они решили: нет, мы остановим и все это будем делать. А вот кроме этой женщины-следователя, там еще есть фигуранты. Вот, насколько я помню, речь шла в том числе про следователя российского МВД в Крыму Михаила Рудковского, который также у нее изымал деньги. То есть вот о каких еще людях можно говорить, которые вот имеют отношение к смерти Виджея Кашка? Рудковский на тот момент был руководителем следственной группы, и в материале я не вижу, чтобы он отдал приказ Сидеруполу проводить следственные действия сейчас. То есть если бы действительно дело было возбуждено, естественно, в рамках этого дела мы бы и очные ставки устроили, и выяснили, кто Сидеруполу дал такой приказ удерживать машину скорой помощи. Пока мы об этом говорить не можем. Были другие сотрудники, там было несколько сотрудников Центра противодействия экстремизму, несколько сотрудников Росгвардии, которые все как один написали, что все было замечательно, никто бабушку не обижал, никакого давления на нее психологического или иного не оказывал. Их 2 раза опросили, и следователь это удовлетворило.
Последний раз, вот когда мы с вами разговаривали по этому поводу, вам оставалось, вот, если говорить о доследственной проверке и о том, что вы ознакомились с материалами доследственной проверки, вы говорили, что вам оставалось еще посмотреть несколько видеозаписей, и в том числе речь шла о показаниях фигурантов дела вымогателей Асана Чепуха и Бекира Дигирменджи. Видеозаписи – это важный момент в этой истории, потому что можно было бы посмотреть, как все происходило, по крайней мере, если не в карете скорой помощи, то как происходило задержание в кафе. Удалось ли ознакомиться с видеозаписью? Да, там в материале проверки было 2 видеозаписи. Одна – это видеозапись, которая задокументировала процедуру вскрытия Виджея Кашка уже после того, как ее доставили труп в соответствующее учреждение. А вторая видеозапись была представлена следователю органами ФСБ, и она ничем не отличается от той видеозаписи, которая размещена в YouTube. То есть ничего нового там мы увидеть не смогли. То есть это такая нарезка смонтированная, где Виджей Кашка в принципе отсутствует в кадре. Хотя я скажу так, что в день задержания, когда ее задержали, промелькнул один ролик, где она была в наручниках в сети. Но потом этот ролик, по всей видимости, отовсюду вычистили, заметая следы. Почему я так говорю? Потому что внепроцессуальным образом вечером того же дня в кафе «Маракант» и в кафе «Медоборы», то есть там в те локации, где все это происходило, пришли неизвестные люди в форме и без каких-либо документов просто тупо изъяли все серверы с камер видеонаблюдения. То есть, когда они поняли, что они сделали, что они убили эту бабушку, они просто пришли и зачистили все следы. А если говорить о показаниях Бекира Дигирменджи и Казима Аметова, что они, суд уже по ним давно закончился, что они говорят по событиям, по итогу событий того дня? Ну, они дают ряд показаний, которым, безусловно, оценку необходимо давать в рамках проведения следствия и следственных действий. Пока речь идет о доследственной проверке, говорить об этом пока преждевременно. То есть сначала нужно возбудить уголовное дело, и потом, чтобы они уже дали все эти показания. Почему я не хочу об этом говорить сейчас? Ну, слушайте, нет никаких гарантий, что завтра к ним не придут и не начнут оказывать на них давление. Вот, этого не хотелось бы. Тем более, что люди пожилые уже прошли через весь этот ад российского правосудия. Да. Ну, мы, кстати, также отправили свой информационный запрос в Следственный комитет в Крыму, чтобы задали конкретный вопрос, почему они не хотят возбуждать уголовное дело, и вот на каких основаниях они закрыли эту доследственную проверку. Расскажите, что сейчас вот происходит с этой доследственной проверкой? Значит, после того, как были получены результаты независимой экспертизы, в которой эксперты установили факт наличия причинно-следственной связи между действиями силовиков и наступившими тяжкими последствиями в виде смерти Виджея Кашка, мной была подана жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела на это постановление в порядке статьи 124, то есть на имя руководителя следственного органа, который вынес, следователь которого вынес этот отказ, то есть в следственный отдел по Киевскому району Симферополя. И они рассмотрели мою жалобу и приняли решение отказать в ее удовлетворении, поскольку посчитали, что следователь в надлежащей степени и в полной мере провела необходимые действия в рамках доследственной проверки, а прокуратура еще тогда на стадии доследственной проверки все посмотрела внимательно и сказала, никаких нарушений нет. И, ну, это было неудивительно, потому что для меня совершенно очевидно, что силовики стараются таким образом покрывать друг друга. В этой связи, по просьбе моего доверителя, сына Виджея Кашка Ибрам-ага, естественно, мы продолжили обжалование уже в судебном порядке в рамках статьи 125 УПК. Таким образом, мы планируем, скажем так, выйти на один из двух вариантов. Первый вариант – это все-таки в судебном порядке попытаться это дело возбудить, и чтобы суд обязал Следственный комитет возбудить уголовное дело. А второе, если они все-таки все будут заодно, да, то исчерпать все средства правовой защиты, которые возможны в рамках российской юрисдикции, и уже обращаться в международные инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека. Да, у нас, кстати, есть запись, мы поговорили перед эфиром с Ибрам Кашка, давайте послушаем.
Сказать, что мать все-таки убили, она сама не умерла, потому что там поломано 3 ребра. Я не верю, что это самое. И там есть эксперты просмотрели, она при смерти, ее изымают после изымания, ей заставляют писать, она уже хрипит, и через 9 минут после изымания мать кончается. Это явно, что нарушение гражданских прав. Российскими властями, я думаю, вот как я смотрю, вот законы, как они поставлены, как они самые, я не раз и говорил даже судьям, говорю, люди в погонях и в мантиях, говорю, чьи интересы защищают? Интересы граждан или пространства, где живут эти граждане? Я такие выражения говорил судье. Думаю, навряд ли придется все-таки пробегать к высшим этим самым инстанциям, это на евросуды. Да, ну вот про Европейский суд по правам человека имел в виду Ибрам Кашка. Если говорить о перспективах, то есть и резюмировать эту историю на данный момент в той точке, в которой мы находимся. То есть Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело, а Следственный комитет отказался отреагировать на вашу жалобу, в которой вы просите все-таки возбудить уголовное дело. И сейчас мы находимся в той точке, когда вы обратились в суд. Каким может быть решение суда, вот если прогнозировать хоть как-то развитие событий вот в судебных инстанциях непосредственно в Крыму? Ну, здесь как бы 2 варианта может быть. Либо суд встанет на сторону закона и справедливости и удовлетворит нашу жалобу. И подобное у нас уже было, когда я обращался в суд с целью все-таки ознакомиться с материалом доследственной проверки, когда суд нам предоставил такую возможность, либо, ну, скажем так, в условиях оккупации они все, и силовики в мантиях, и силовики в погонах, они будут держаться друг друга, нарушать закон, топтать гражданские права, как это было неоднократно. Я не Ванга, и вряд ли я могу с точностью 100% гарантировать, что будет один или другой вариант, но мы готовы к любому развитию событий, то есть просчитываем тактические действия нашей стороны на любой возможный вариант. И с нами на связи, кстати, Заир Смедля, активист Крымско-татарского национального движения. И, Заир, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Здравствуйте, салям алейкум. Да, вам хотелось бы адресовать вот какой вопрос. Мы говорим о деле Виджия Кашка, и чтобы, может, нашим радиослушателям было просто более понятен контекст, вот как вы считаете, насколько важна фигура Виджия Кашка в истории крымско-татарского народа, и насколько важно или не важно, ну вот ваше мнение по поводу того, чтобы добиться справедливости и справедливого расследования того, что случилось в тот день, когда она погибла? Ну, последняя видео Кашка, она была вообще нормальных человеческих понятий татарского национального движения, несмотря на все трудности, она к семье передалась в Крым. Да, очень плохо слышно. Ну, может быть, я переадресую тогда этот вопрос в том числе вам, потому что вы тоже также в контексте, и вы очень долго занимаетесь историей, вообще защитой крымских татар после аннексии в 2014 году. Вот ваше мнение, почему вы взялись, да, вот за историю с гибелью Виджия Кашка? Ну, во-первых, я был лично с ней знаком. И когда я работал по другим делам в Крыму, в частности, защищал Ахтема Чайгоза на длительном судебном процессе, она неоднократно приходила к этому суду в поддержку своего соотечественника, в поддержку других ребят, которых преследовали. Во-вторых, она, ну, скажем так, знаковая фигура для крымских татар, потому что это женщина, которую не удалось сломить советской власти, которую не один раз вывозили вместе с детьми из Крыма, и она все равно возвращалась туда, которая прошла очень многое, и для крымских татар она является такой знаковой фигурой национального движения, национального сопротивления вот этому имперской агрессии со стороны сначала советской власти, потом со стороны российской власти, и ну, для меня это было моральным долгом в знак уважения к ее памяти все-таки попытаться отстоять права ее близких. Давайте вот попытаемся еще поговорить с Заиром Смедля, если он все-таки на связи с нами. Заир, здравствуйте еще раз, просто было плохо вас слышно. Здравствуйте, салям алейкум. Да, если вы слышали наш вопрос, вот мы говорим о деле Виджия Кашка, и вот вопрос к вам, насколько важна эта фигура этой женщины, ветерана Крымско-татарского национального движения, насколько она важна для народа крымских татар?
Ну, Вильямова, она пользовалась заслуженным авторитетом среди крымско-татарского народа. Она одна из первых вернулась в Крым, несмотря на те репрессии, все остальное. Она смогла обустроить семью, плюс активно участвовала в национальном движении. У нее дома даже проводились областные совещания. И вот когда такого человека пытаются обвинить в вымогательстве, еще в чем-то, это, конечно, было для нас важно, чтобы доказать невиновность этого человека. И плюс очень важно наказать тех, кто убил Виджия Кашка. Это действительно, потому что я помню, что на одном из судебных заседаний говорилось о том, что силовики к этой хрупкой женщине применили насилие. Они 2 раза ударили в спину ее прикладом автомата. И от этого ей стало плохо. А дальше, вместо того, чтобы оказать ей медицинскую помощь, ее следователь допрашивал, то есть довел до того состояния, чтобы она просто умерла. И, конечно, здесь спасибо Николаю, что он согласился вести это дело. Весь мир просто должен знать о том, что происходит в Крыму, каким образом, какими акциями устрашения пытаются крымских татар полюбить ту власть, которая здесь появилась после 2014 года. А вот у меня вопрос, вот как-то чтят память Виджия Кашка после ее смерти? Возможно, как-то проводятся какие-то неформальные мероприятия, ну, с учетом той действительности, в которой Крым сейчас находится. Ну, вот помнят ли ветераны крымско-татарского национального движения, и не только ветераны, но и люди других поколений, и как-то пытаются ли ее зафиксировать этот момент для себя в памяти? Да, однозначно проводятся молебны в дату ее смерти, плюс мероприятия там установили памятный камень, ну, надгробный камень установили на могиле, прочитали молитву. Периодически, проводятся молебны, обязательно вспоминаем ее, как говорится, добрым словом, потому что, еще раз повторяю, что она, можно сказать, что всю свою сознательную жизнь была в национальном движении, в борьбе, и в борьбе она и погибла, то есть не так, как кто-то пытается представить, что она умерла от возраста, еще чего-то. Ее просто убили. Спасибо большое. Это был Заир Смедля, ветеран Крымско-татарского национального движения, участник Крымско-татарского национального движения на связи из Крыма. Вот для меня, признаюсь, говорить о политическом контексте этой истории, для меня таким ключевым моментом в этой истории было то, что вот мы с вами раньше еще разговаривали по этому поводу, то, что решение о проведении спецоперации по задержанию и фигурантов этого дела, и, собственно, Виджия Кашка, которая оказалась в тот день тогда в этом кафе, принимал генерал-майор полиции Сергей Абисов, который в итоге был уволен. Вот если говорить о политическом контексте, и в том числе в вашем общении со следователями дальше, вот для вас как-то ясно, что вот эта история все-таки имеет политический контекст, а не просто вот то, как ее пытаются представить? Нет, ну, безусловно, это была очередная акция устрашения, которая планировалась на самых верхах крымской оккупационной власти, и не случайно руководитель крымского МВД лично утверждал. Во-вторых, согласно тех справок, которые предоставили Росгвардия и МВД, все это происходило в рамках каких-то антитеррористических, значит, действий. И в-третьих, пропагандистские различные ресурсы в тот день, 23 ноября 2017 года, говорили о том, что задержанные члены, как они называют, значит, экстремистского движения Меджлис, Меджлис был запрещен в России, и хотя никто из них к Меджлису никакого отношения не имеет, да, это, безусловно, была попытка вот таким образом дезинформировать общественность, навести тень на органы национального самоуправления крымских татар.
и, естественно, нанести удар по ветеранам, по людям, которые, фактически всю свою жизнь посвятили борьбе за свободу, за возвращение домой. Поэтому, безусловно, это политика, безусловно, это все было спланировано заранее, и это не случайная какая-то история. И у них единственная, скажем так, осечка вышла, единственная проблема – это то, что бабушка умерла. То есть они рассчитывали, что они как бы всех задержат, попрессуют, покажут по телевизору, как они борются с экстремизмом в Крыму. Вот. Никто не рассчитывал, это был эксцесс, связанный с Виджия Кашка. Но теперь они должны за это ответить. Да, а вот если говорить про общение со следователями, вот все-таки у вас же происходят диалоги и общение со следователями, которые вот ведут эту доследственную проверку, и каждый раз, уже сколько раз вам отказывали? Я насчитал 3 раза, когда вам отказали в возбуждении уголовного дела, вот начиная с того момента, как вы начали это расследование и добиваться справедливости. Следователи вам не говорят о том, что вот Николай, с учетом того бэкграунда, который у вас также имеется по делу Ахтема Чийгоза, и вот в Крыму вы работаете по другим делам, да, что, может быть, не стоит все-таки эту историю вершить и как-то ее оставить... Нет, они меня боятся, они такое не говорят, потому что если мне кто-то такое скажет, я же выйду в публичную плоскость и все это дело расскажу сразу. Да, они меня опасаются совершенно справедливо, ненавидят, что вполне заслуженно. Но у нас был очень яркий эпизод, когда следовательница Балашова препятствовала в ознакомлении с доследственной проверкой и скрывала информацию об этих силовиках. Потом я обратился в суд, и она пришла на этот суд. И на суде, естественно, у нас была возможность задавать вопросы. И когда я задал ей прямой вопрос в присутствии судьи, слушателей и так далее, прокурора, с какой целью вы вообще препятствовали ознакомлению, вот, в какой-то момент она не хотела долго отвечать, потом судья уже говорит, вы обязаны ответить, она промямлила, что ей это приказал сделать руководитель. То есть для меня совершенно очевидно, что это не какие-то, глупые сотрудники на местах, которые ничего не знают, не понимают, и поэтому допускают ошибки. Нет, это абсолютно спланированные действия, которые идут с самого верха, которые как бы по линии кураторов передаются ниже и ниже в те органы, которые непосредственно осуществляют все эти следственные действия. Вот. Все это происходит в рамках единой политики, репрессивной политики российских властей в оккупированном Крыму в отношении, прежде всего, крымских татар. А вот момент в этой истории, который заслуживает внимания в эфире, известно ли вам, что сейчас, как обстоит судьба и история гражданина Турции Юсуфа Айтана, с которого, собственно, вся эта история началась? Вот я просто напомню вам контекст, что в апреле прошлого года, в 2019 году, Симферопольский районный суд удовлетворил иск адвоката Мамета Мамбетова и постановил взыскать с гражданина Турции Юсуфа Айтана деньги, взятые в долг у Виджия Кашка. То есть, по сути, как бы суд стал на сторону людей, которых осудили, вынесли приговор и так далее. Известно ли вам, что сейчас с этим человеком? Для меня было совершенно очевидно, что Юсуф Айтан находился в какой-то связи с сотрудниками ФСБ. Был ли он их прямым агентом или в какой-то иной зависимости состоял, неизвестно. Но он следовал всем инструкциям, которые ему спускали сверху. Вот. Что происходит с ним сейчас, сложно сказать. Я думаю, последние известия были, что он где-то в Краснодарском крае находится. То есть, скорее всего, его вывезли из Крыма. Но, понимаете, с такими агентами это дешевки. С ними не церемонятся. Их это такое однократное использование. Использовали бы, выбросили. У нас уже заканчивается время в эфире. Последний вопрос, естественно, про Европейский суд по правам человека. Будете ли вы подавать жалобу? Прежде всего, нам необходимо исчерпать, по крайней мере, формально все средства правовой защиты в рамках российской юрисдикции. Как это будет сделано, дальше будем уже принимать решения. Планируется, да? Безусловно, как я уже говорил, и это намерение моего доверителя, мы будем идти до конца, то есть до тех возможностей, до которых можно дойти. Большое спасибо. Это был Николай Полозов, российский адвокат, который представляет интересы родных Виджия Кашка, которая погибла в Крыму в ходе спецоперации российских силовиков. И говорили мы о том, как ведется расследование в Крыму Следственным комитетом, как адвокат добивается справедливости. Оставайтесь с нами, это Радио Крым Реалии. Не все журналисты Крым Реалий могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей.
Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле. С вами Радио Крым Реалии, это дневное шоу в студии Катя Некречи, Тарас Ибрагимов, и мы готовы с вами после сложных новостей, непростой темы эфира и разговорах о политике или об околополитических темах. Соблюсти баланс. Да, мы должны как-то подарить друг другу, в том числе, хорошие эмоции и оптимизм, и поговорить мы решили о музыке, потому что, как вы знаете, скоро или не знаете, приближается конкурс Евровидения, и сейчас в Украине проходит внутренний отбор, то есть идут телевизионные эфиры, выступления, и уже украинцы могут голосовать и выбирать человека, артиста, который поедет представлять Украину на европейском уровне, да, на этот конкурс Евровидения ежегодный. И вот что уже нам известно, был уже, первый полуфинал, как так это называется. Из первой восьмерки участников нацотбора Евровидения 2020 в финал прошли Марина Круть, группа Go-A и певица Джерри Хейл. И тут у меня провокационный вопрос к Тарасу Ибрагимову, к журналисту, который занимается судебными темами в Крыму. Знаешь ли ты хоть кого-то из этих исполнителей? Никого не знаю вообще. Вообще, фишка этого конкурса, конечно, в этом году, точнее, да, этого отбора, что очень много таких новых, молодых, малоизвестных или никому неизвестных вот артистов. Катя, а знаешь ли ты кого-то из этих артистов, которые... Вот до этого отбора я была даже подписана на Джерри Хейл. Вот до того, как она спела «Охрана отмена», на нее была подписана, кстати, в Инстаграм. Вот, А сейчас отписалась? Нет, не отписалась. Почему? Слежу за ее деятельностью. Так, смотрите, в этом году условием для участия всех артистов является отсутствие концертов в России с 2014 года. И также там есть пункт о том, что планы на такие гастроли, по крайней мере, до завершения конкурса, также вот невозможно в графике артиста. Победитель получит существенную финансовую помощь от организатора в реализации выступлений на главной сцене Евровидения 2020. В Роттердаме пройдет этот конкурс. Трансляцию национального отбора осуществляют телеканалы СТБ и ЮА Перший. Следующие эфиры со вторым полуфиналом состоится 15 февраля, а 22 февраля состоится финал, там, где будет и выбран человек, артист или команда, да, артистов, которые поедут представлять Украину на Евровидении. И журналисты «Радио Свобода» пообщались с участниками между выступлениями. Марина Круть является певицей, композитором, поэтессой и музыкантом. Родом из города Хмельницкий, закончила школу искусств по классу бандура. В 2017 году приняла участие в талант-шоу X-Factor. Она набрала тогда наибольшее количество баллов как от судей, так и от зрителей в первом полуфинале отбора на Евровидение 2020. Фрагменты выступления Марины Круть, давайте ее послушаем. И вот артистка рассказала журналистке «Радио Свобода», что она выступала на революции достоинства и также в зоне АТО, хотя отметила, что хвалиться этим вроде как считает не сильно приличным, когда артисты об этом говорят, но в то же время она рассказала немного об этом нашей коллеге. З приводу політики я стараюсь бути далека від неї, але з приводу Революції Гідності, інших подій, то я там писала у постах в Фейсбуці, що там в 2013-му ти взнаєш неодноразово, коли ти виступаєш на Майдані, на якому я виступала, ти отримуєш багато різних там і заперечень, косих поглядів, від косих поглядів до погроз, від обмороження, там, від температури до обморожених пальців. Але ти виставиш свою позицію, ти робиш те, що тобі в кайф, мені це було в кайф, і я це робила. А теперь давайте послушаем фрагмент из выступления группы Go-A на нацотборе. Песня на украинском языке и называется «Соловей». Ой, ходила я в долину по червоною калину, ой, ходила я в долину по червоною
А вот сейчас мы услышим отрывок из песни «Веган» певицы Джерри Хейл, которая также вошла в тройку финалистов первого полуфинала. Baby, 'cause I'm vegan. I can even call you honey every time we're having beef. It's my little sunset. Vegan. Give me rebel, I take my money. 'Cause the grass is always greener on the other side. Baby, 'cause I'm vegan. И вот как певица Джерри Хейл прокомментировала то, о чем ее песня. Скажіть, ваше найбісяче питання про веганство? Коли починають інтерв'ю з того, що кажуть, ваша пісня про веганство. Насправді, тому що пісня не тільки про веганство. Мені хотілося на темі про веганство показати, що ми відкриті до цього, але ми і толерантні, ми і відкриті до всього нового, ми і не тільки сприймаємо тренди звідти, а ми і відправляємо, знаєте, свої тренди туди. Вот так мы услышали немного фрагменты песни. Кстати, Кто хочу тебе понравился сказать, больше? Провокационный вопрос к Тарасу. Мне понравилась песня Соловей, Ага. и мне понравилась вот эта певица Марина Круть. То есть, мне понравилось. Значит, Я, Джерри наверное, Хейл тебе после не очень эфира понравилось. загуглю. Да, ну загугли. Послушай, конечно, полностью выступление. Точно уж полностью слышал все выступления Владимир Бебешко, музыкальный продюсер украинский, который сейчас с нами на связи по телефону. Приветствуем вас. Добрий день вам всім. Вот можно такой вопрос? Сначала, наверное, общий. Мы познакомили наших слушателей с теми 3 финалистами, да, которые вошли в этот полуфинал. А в то же время хочется вам задать вот такой общий вопрос. Что вы скажете про конкурс этого года в целом, да, потому что много новых имен артистов. А что вы скажете об их таланте, профессиональном уровне? Какие у вас впечатления? А що, треба правду говорити? Конечно, Звичайно. конечно. Ну, справа в тому, що ніхто не міг не помітити, що останнім часом в Україні виконавці, які були на Євробаченні, займали останні і передостанні місця. Це, чесно говорячи, засмучує, тому що раніше були другі місця, перші і перемога, ви ж знаєте, так? Плюс скандали на Євробаченні, неучасть і так далі. В цьому році, на жаль, на мій превеликий жаль, нічого особливо не змінилося, тому що рівень дуже середній, я би сказав, нижче середнього. Перемога на талант-шоу ще не дає право виступати на Євробаченні, тому що рівень там все-таки серйозний. І тому я би сказав, що не готові наші учасники, тому що в них немає ні досвіду, вони погано працюють на сцені, вони не працюють з публікою, немає 100% лідера для того, щоб сказали, так, оця людина може їхати, нема питань. Є дуже-дуже багато питань. Що торкається індивідуально, навіть Круч, так, як звати дівчину, не знаю. Пісня як пісня, мелодійна, непогано, бандура. А оце виконання, воно взагалі не годиться. Це не є виконання пісні, це не є вокал, тому що ви ж, напевно, чули, якщо не почули, то я йому скажу, що так співати не можна. Що торкається Джеррі Хейл, вона видала на процентів 60-70, тому що вона розгубилася, переживала, не видала так, як вона звучала на фонограмі, тому що, ще раз повторюю, треба мати досвід і майстерність. Її шоу було, це трошки переборщило, але нагадувало дитячий утренник, такий, знаєте, десь у дитячому садку. Також треба подумати. Що торкається етніки, з етнічними колективами був повний перебор. Поясню чому. В такому вигляді, як Катя Чілі, не можна подавати на Євробачення етніку, бо є в чистому вигляді. В такому вигляді треба їхати на етнічні фестивалі і там показувати. Так, там була мантра, там був стан певний, там була етніка. Європейці це не будуть сприймати. Інша справа взяти етнічні елементи, зробити хороше сучасне аранжування і це все сумістити, і подати європейцям і дати хороший хід. То інша справа. А в чистому вигляді етніку, це провал. Це навіть не ведуть люди в фінал. Тому, на мій погляд, все дуже слабо. Подивимося, який буде другий півфінал. І ще раз повторюю, треба вибирати людину професійну, яка має досвід, яка має принаймні музичну освіту, яка вийде і не буде боятися чисто заспівати і дати харизму, енергетику і вміти працювати з залом.
Ну вот тут, конечно, да, я не смотрела все номера, но я посмотрела точно вот эту тройку финалистов полуфинала, и у меня даже я не музыкальный продюсер, но, скажем так, я с вами очень согласна по поводу всего, вокальные данные некоторых артистов, или вообще вот эта вот практика выступать живьем, да, и этот опыт, и этот профессионализм, он, конечно, отсутствовал, как мне показалось, также. А у меня тогда к вам вопрос, если и во втором полуфинале не найдется вот достойных, но этот человек, какой-то артист выиграет в этом конкурсе, вы говорите о том, что существует механизм, чтобы все-таки не отправить, если артист не готов, по вашему мнению, да, то есть тут вопрос отправлять то, что выбрали, пусть это далеко не самое лучшее, тем более на фоне того, что Украина дважды побеждала на Евровидении, не один раз очень качественно была представлена артистами, то есть какой механизм и предусмотрен ли он есть на тот случай? Я повторюся, справа в тому, що ми віддаємо голосування глядачам. Половину людей, я не хочу нікого образити, не чують, чи добре співають, чи чисто, чи не чисто, бо вони не є професіонали. Вони, їм подобається, не подобається. От. Ну, якщо так подобається, тоді треба посилати Олега Вінника кожного року, тому що він дуже всім подобається. До речі, він співає. Який є механізм? Я взагалі був проти, щоб голосування було всенародне і визначалося всенародно, тому що смаки всі кочі дуже різні, є і фан-клуби і так далі. На мій погляд, має бути 13 незалежних експертів, професіоналів, які доказали до України, що вони є мега люди, яким довіряють, і вони мають просто вибрати і назначити професійну, нормальну людину. От, тому я рахую, що має бути так. Тоді не буде програшу ніякого. А тут ми, звичайно, що виберемо. Виберемо, тому що народ щось проголосує і так далі. Яке це буде місце, боюся, що цього року Україна може навіть в півфінал не війти. Ну, у нас остается буквально 1,5 минуты. Такой вопрос. С чем связано то, что какой-то год отбора, вот когда Джамала, например, отбирали ее, в прошлом году была очень ярко известная во многих странах за пределами Украины Марув. То есть бывают отборы, когда реально сложно выбрать, это признают и жюри, да, и публике сложно как-то тоже определиться. А бывают отборы, когда вот как-то сложно все. С чем это связано, по вашему мнению? Це зв'язано з тим, що дуже професійна погана підготовка. Всі старі відспівали, а молоді ще не виросли. Угу. Вот так вот, да. Есть такой. А где же этот уровень людей, которые уже и выросли, и готовы? Все Люди, поучаствовали 2 года назад в этом конкурсе. Слухайте, молодь думає, що вони вже, тому що всіх псують журі на всіх талант-шоу. Вони кажуть, ви вже зірки, ви не самовито співаєте, ви вже можете вже не вчитися. Розумієте, вони думають, що вони щось досягли, а вони дуже мають слабий рівень. Ну, послухайте, як люди в світі співають, як вони виступають. Не зациклюйтеся на тому, що ви розумієте. Погана підготовка, дуже погана. Да, это международный конкурс, европейский, Евровидение, напомню, называется, поэтому тут, конечно же, не то что логично, а очень логично ваши слова. Спасибо за то, что включились к нам по телефону. Владимир Бебешко, музыкальный продюсер украинский, был с нами на связи, поделился своим мнением, правдой, что он думает относительно этого отбора Евровидения. Но напомню, что был только первый полуфинал, и вот уже в следующую субботу, 15 февраля, состоится второй полуфинал, и 22 февраля будет финал, так что, кому интересно, следите за событиями. А с вами были мы, Катя Некреча и Тарас Ибрагимов, и поговорили немного и о Евровидении в том числе. Оставайтесь с радио Крым Реалии на 648 АМ. До встречи. До свидания.